Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поздравил жителей региона с Всероссийским днем семьи, любви и верности. Цитата. «Дорогие жители Ингушетии, поздравляю вас со Всероссийским днем семьи, любви и верности. Семья – это основа всего, источник нашей силы и гордости. В ингушских семьях бережно хранят традиции гостеприимства, уважения к старшим, заботы о младших. Наши семьи – это опора нашей республики, источник патриотизма и любви к родине. Мы уделяем большое внимание поддержке семей, проводим социальные выплаты, предоставляем льготы, реализуем программы по улучшению жилищных условий. В Ингушетии много многодетных семей, и это показывает моральное здоровье нашего народа, его готовность к труду и творчеству. Спасибо всем родителям за воспитание детей в духе любви к родине и семье. Желаю вам здоровья, счастья и гармонии в ваших семьях». Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов посетил выставку произведений художников Ингушетии в выставочном центре, посвященную столетию образования республики. В экспозицию вошли более 80 работ самых разных направлений. Организатор выставки – Министерство культуры Республики Ингушетия при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Выставочный центр в Сунже открыли в прошлом году. Его строительство стало возможным при поддержке меценатов республики, в числе которых группа «Сафмар». В Доме культуры Сунжи состоялась встреча главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова с офицерами. В Доме культуры собрались около 50 офицеров Министерства обороны России, Росгвардии, МЧС и Морфлота. Махмуд Али Калиматов вручил офицерам почетные грамоты и благодарности главы Ингушетии. Получили офицеры и юбилейные медали «100 лет ингушской государственности». Выдавать водительские права сразу на 15 лет вместо 10 предложили в Госдуме. Согласно предложенным поправкам, изменения хотят внести в статью 25 Закона о безопасности дорожного движения. Сейчас в ней говорится, что российское национальное водительское удостоверение выдается на срок 10 лет. Это относится как к правам, которые выдаются впервые после обучения в автошколе и сдачи экзаменов госавтоинспекции, так и к документам, которые нужно продлять. Именно в случае продления водительские удостоверения и предложили выдавать уже на 15 лет. Однако, как сказано в поправках, есть ограничения. Чтобы права действовали дольше обычного, нужно за все время действия текущих прав соблюдать ПДД и никогда не привлекаться по административным или уголовным статьям за совершение ДТП. 8 июля до конца суток и 9 июля в течение дня в Малгобекском районе ожидается высокая пожароопасность. Рекомендуется избегать разведения костров и использования открытого огня. Соблюдайте правила пожарной безопасности при работе с электроприборами. Не оставляйте без присмотра легковоспламеняющиеся материалы. Военных пенсионеров в октябре ждет индексация выплат на 5,1%. Это выше того, что изначально планировало правительство, поскольку за прошедшие месяцы инфляция разогналась выше тех цифр, которые значились в прогнозах властей. В результате средняя прибавка для военных пенсионеров этой осенью составит 600 рублей в месяц, сообщила член Комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб. По ее словам, средняя пенсия на сегодняшний день у военных пенсионеров примерно 41 тысяча рублей, а будет составлять в среднем 41 600 рублей. По данным Минфина, повышение коснется примерно 3 миллионов человек. Минэкономразвития доработала законопроект, которым предлагают узаконить право гостиниц вводить невозвратные тарифы. Ввести невозвратные тарифы при бронировании средств размещения предлагается с 1 марта 2025 года. Доработанный законопроект пополнился нормой, предусматривающей в особых случаях возможность возврата средств, оплаченных по невозвратному бронированию. К таким случаям относятся, например, болезнь, смерть потребителя или членов его семьи или близких родственников. Условия и порядок возврата в таких форс-мажорных обстоятельствах будут определены правительством. Сегодня депутаты внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении женщинам с ребенком в возрасте до 7 лет дополнительного оплачиваемого выходного раз в 2 месяца для сопровождения ребенка при прохождении им медосмотра. Законопроектом предлагается дополнить главу 41 Трудового кодекса России новой статьей. Оплата таких выходных дней производится в размере среднего заработка, а график их предоставления согласовывается работником с работодателем. Вступление в силу проектируемых норм планируется с 1 января 2025 года. Рособорнадзор совместно с Минпросвещения России представили новую методологию оценки качества образования, которая впервые включает в себя анализ не только уровня подготовки учащихся, но и компетенций школьных учителей. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Новая методология будет апробирована уже этой осенью и направлена на получение более полной и объективной картины состояния образования в различных регионах страны. Ранее оценка качества образования строилась исключительно на результатах учебы детей. Однако, как отметил Музаев,
Мурзаев такой подход не давал полной картины, поскольку не учитывал важные аспекты, влияющие на образовательный процесс. Новая методология включает в себя 69 показателей.